тех пор, как новенький асфальт украсил улицу Зязикова, детей домой родители загоняют с трудом, шутит Микаил Сейнароев. Улица Зязикова, пожалуй, одна из главных в Карабулаке, так как здесь возводится новая центральная мечеть. Ее благоустройству местный житель очень рад. Особенно новой парковочной зоне для прихожан. Ее подрядчик решил сделать по собственной инициативе. يموتك توي يتون يرتو جوا بركلو عاوز موتجي يرتو ديش حمدا يقولي جوا مو يرتخير حيواج ماجيك قولي تسير но ماجيك حاجة خلميزي قولي تغنى غاس خشتين سأتيوستو دو. Реконструкцию улицы начали в апреле в рамках проекта «Комфортная городская среда». За 2022 год в программу по благоустройству вошло 3 улицы – Зязикова, Пушкина и Градусова. Работы на Зязикова практически завершены. Протяженность данной улицы, именно того участка, где мы благоустраиваем, это более 370 погонных метров. Как мы можем наблюдать, улица она уже преобразилась. В целом работы, в принципе, завершены. Основные работы завершены, но остались еще такие работы, как установка фонарей освещения, дорожная разметка и дорожные знаки с урнами. Впрочем, жители улицы рады уже сделанным преобразованием. По словам имама центральной мечети Салмана Ахильгова, в последний раз ремонт на ней проводился 20 лет назад. Основные работы сделаны и на улице Пушкина. Она расположена на окраине города, в районе новостроек. Год назад здесь заработали новый детский сад и школа на 720 мест. Гравийная дорога вместо асфальта сильно мешала учащимся и педсоставу добираться до школы. Дети часто опаздывали на уроки. Но мы решили эту проблему вместе с администрацией, с помощью администрации добились того, что нам проложили все-таки дорогу. И теперь уже намного удобнее добираться и красиво. Если школа получила эстетичный вид, скажем так. Нами проведена работа по укладке проезжей части с укладкой асфальтобетонного покрытия и организация пешеходной зоны. Также были предусмотрены 2 парковочные зоны для транспорта и 1 зона для отдыха посетителей учреждений или же родителей, чтобы они могли там дождаться своих детей и так далее. Там будет у нас тоже установлены скамейки и урны. Также у нас здесь и есть уличное освещение. На благоустройство 3 улиц выделено 26 миллионов рублей. Сроки сдачи до конца года. Но сдать благоустроенные территории планируют ко дню города Карабулака 30 августа. Отметим, что за 5 лет участия в проекте «Комфортная городская среда» в городе благоустроены 33 территории, 8 дворовых и 25 общественных. На следующий год в программу по благоустройству включены 3 улицы – Промысловая, Фрунзе и Балкоева. Дана Плиева, Рамзан Зурабов. Новости 24.